Я бешеный стук сердца. Я закипающая кровь. Я рев трибун. Я единый порыв. Я бессонные ночи. Я зарождающаяся искра. Я Париматч. Лучший онлайн-букмекер. Да, забрать его 0 — это единственное, что имеет значение. Взять пояс будет здорово. Это даст многое мне и моей семье, но нанести ему первое поражение — это мой приоритет. Да, я люблю доказывать, что люди ошибались, но больше я люблю доказывать, что те, кто верили в меня, были правы. Так что есть много людей, с которыми меня свела судьба, и мы вместе идем по этому пути. И также у него, наверное, не считая Макгрегора, у Хабиба самые токсичные фанаты в спорте. Они просто чокнутые и эмоциональные, так что они будут плакать, когда я вырублю его, реально будут рыдать. Они возомнили себя самыми жесткими людьми на планете, но они заревут, когда он упадет. Да, я постоянно с ними сталкиваюсь. Где бы то ни было, будь то в Твиттере или в Инстаграме, под каждой фоткой куча комментов от его фанатов. Знаешь, и... Они пишут всякое дерьмо, потому что они ссыкуны, а мы настоящие воины. Пусть пишут, что хотят. Я не смотрел ни один бой Хабиба за этот лагерь, я не смотрю бои оппонентов. Моя цель — быть лучшей версией себя, так что... Да, ни один из его оппонентов не делал сальто с клетки, никто из них не боролся с 4 лет, как сам Хабиб. В атлетизме мало кто может сравниться со мной, во всем спорте. Он не сможет бороться так много, как хочет. Он будет вынужден... Ему придется... проходить через опасные позиции в стойке, если он хочет добраться до моих ног. Ему будет очень сложно прижать меня к клетке, и он будет пропускать тяжелые удары в очень большом количестве. Я не думаю, что он сможет держать мои удары, как Тони. Думаю, я вырублю его раньше, если буду попадать такими ударами. Так что вот мой план на бой. Знаешь, что в поединке с Барбозой, что в поединке с Сероне, что в последнем бою с Тони, я удивляю сам себя, потому что... Я постоянно говорю себе, что они надерут мне задницу в преддверии поединка, так что, да, было здорово вернуться домой и пересмотреть поединок с Тони. И знаешь, послушать его, потому что, да, этот урон было буквально слышно. Это было нереально, и да, было здорово узнать, что я могу биться 5 раундов. Я помню, после 4-го раунда я спросил своего тренера, это 2-й или 3-й закончился? А он мне говорит, остался последний раунд, и я был так удивлен, что я так хорошо себя чувствую к концу поединка. Я даже никогда так долго не бился. Так что да, было классно, я усвоил хороший урок. Нет, я не слышал ни одного слова от комментаторов во время боя. Я просто слушал своего тренера, я слышал его четче. Так что это был хороший опыт для меня. И я уже как-то говорил, что... было бы невозможно осознать, как энергия фанатов сказывается на тебе, если ты ни разу не бился без этой энергии. Так что сейчас, даже когда все наладится и мы вновь будем биться перед фанатами, я смогу лучше контролировать это. Да, я всегда ставлю под вопрос свой уровень, свою подготовку. Я всегда спрашиваю себя, делаю ли я все правильно, достаточно ли я усердно работаю. И в преддверии этого боя ничего не изменилось. Знаешь, я побился с Тони после короткого лагеря, и затем я знал, что меня ждет дальше, так что я не занимался ерундой, я вернулся к работе. И знаешь, с весом у меня все лучше, чем когда-либо. При этом я сильнее, чем когда-либо, я чувствую себя прекрасно. Да, я выйду туда как опасный человек, с чистыми мыслями, и... знаешь, буду готов работать и получать удовольствие. Это просто необъяснимое чувство, неважно, победа или поражение. Ты получаешь этот выброс... эндорфинов, адреналина, все это в твоем теле, и это особенное чувство.